Итак, какое блюдо у нас сегодня на обед? А, Роман? Макароны кончились. Макароны кончились? Просто колбаса с яичницей. И сосиски тоже. Роман молодец. Не забывает меня кормить студенческой пищей. Смотрите, друзья, смотрите, что у нас происходит. Вода просто наступает. Вон. В 45 метрах. Вот она. Мы сейчас пришли с утрянки. И наблюдаем вот. Полностью. Здесь вот залетели 2 черка. Дальше было 4 вот там. Дальше еще 10. Рома пытался подойти, но безуспешно. Ничего не получилось. С этой стороны у нас вода. Пойдем, я тебе сейчас еще что-то покажу. Не обращайте внимания на мой головной убор. Это просто у меня уже шея сгорела. Голова от солнца уже гудит. Вот так вот спасаюсь. Жара просто не... Смотрите, где уже у нас вода. Еще полметра. Помните, сколько было воды, когда мы сюда заехали? Это где-то, где вот сейчас у лодки мотор. Вот она, наша палатка. Только что подъехали. Так, вот наша лодка, Роман. Ничего же не видно. Звонил Сереге, Саня. Вечерка, говорит, уток мало. Едут сюда, скоро приедут. Попросили, чтобы я затопил печку. В общем, все только начинается. И мотор на том уровне, где-то была вода. Это 2 метра уже поднялась по высоте. Как мы видим, нос обяжки лодка почти вровень с бровкой. Еще сантиметров 10 и будет вровень. А еще полметра и вода уже захлестнет нашу палатку. Так, пойдем вам, друзья, еще что-то покажу. Я был сам сегодня в шоке, когда я это увидел. Вот зашли мы в палатку, она была закрыта, естественно, на всякий случай от дождя. Вот сейчас захожу, да, открыта дверь, вторая дверь, окна открыты. Сейчас я вам что-то покажу, вон, градусник. Градусник показывает, термометр электронный. На улице у нас 38,7, 38,6, в помещении 29,4. Хотите посмотреть минимальную, максимальную температуру, что было в течение дня? Вчера я его включил. Максимальная была на улице 50,6, а в помещении, нет, наоборот, внутри 50,6 в палатке было, а снаружи было 31,6. Вот такая вот температура. Сейчас вот запомнили, да? Скидываю. Вот, скинул. Скинул. Ну, вот. 38,4 у нас внутри палатки сейчас. 29,5 снаружи. Вот такая вот температура у нас. Это у нас, друзья, май месяц. Какое 14 сегодня число, да? Мух налетела километр. Брысь. Забыли закрыть антимоскитную сетку кое-кто. 13. 13. Закрой сетку. Пойдем, друзья, я вам еще что-то покажу. Закрывай. На обед сегодня у нас будет... Угадайте, что? С 3 раз. Там-там-тарам-тарам-та-там, там-тарам-тарам-та-там, там-тарам-там-тарам-там-там. Вот такая вот вкусняшка. Малосолочка. 3 сига. 3 сига на малосолку и 3 бутылки пенного напитка. И там вот еще рыбка у нас в мешке. Мы уже и порыбачили, мы уже и поохотились. И сейчас у нас будет расслабон небольшой. Мы хорошо поработали и хорошо отдохнем. Молока у нас сегодня нету, значит будем пить пенные напитки под малосольную рыбку с видом на просторы
водные просторы, озерные просторы, речные просторы. Райская жизнь, погода летняя. Зачем нам нужен турецкий берег, как говорится? Не нужен нам берег турецкий. Наши берега Печоры это лучше всех. Правда, вот уже немного сгорел. Руки загорели вчера у меня уже. Шея сгорела. Все сгорело. Но потихонечку вот так вот спасаемся. Ну что, пойдем к столу. Кто пенного с стишками просольными? Будете? Присаживайтесь. Что, приятного аппетита? Взаимно. Или что-то не хватает? Молочка, наверное, да, сынок? Не помешало бы. Молочка? Сейчас принесу. В холодильнике природном. Природном холодильнике. Природном холодильнике. Природном холодильнике. Прогулки сохраняем в природном холодильнике. В природном холодильнике. Там-тарам-там-там-там-там-тарам-там-там. Вот и наши стишки тоже лежали в природном холодильнике. Ну, друзья, присаживайтесь. Это вам. Ну, а это нам. Вон рыбка. Сегодня еще она плавала. Только-только мы ее почистили. Только-только засолили. Понюхайте, как вкусно пахнет свежепросольный сик. Просто обалденно. Просто супер обалденно. Ой, что-то у меня штаны падать уже начали. Тебе достать кусок? Да, он в крышку положи. Серединку? Да. Серединка. Что говорит, конец чешется, да? Нет, серединка. Так, ну и мне тогда серединку. Вот такой добротный сиг. Хариус, конечно, на первом месте. Но Хариус не попался. Придется давиться сигом. Напиток пенный. Очень хороший. Ну давай, с наступившим летом, можно так сказать. У нас зима плавно переходит в лето. Будьте здоровы, друзья. И не допускайте вот таких вот солнечных ожогов. Как приятно холодное пиво. Такую жару. Такую жару. Скоро придется руки вообще так не держать, вот так вот все сидеть. Просто надо рубашку одеть, а у меня рубашка там, да? Да. На острове. Опять ожог будет. Это реально вкусно. Это не сухая рыба там, вяленая, копченая. Самый цимус это малосолочка. Вот порезал кусочками. Бутылек надо немножко потрясти, буквально 5 минут, не больше, и все готово. У меня ж голова закружилась от кайфа. Как, говорит, вкусно? Очень вкусно. Ну как очень вкусно? Ну, как
сексом заниматься. Ладно, матюгаться очень буду. Так вкусно, как сексом заниматься. Вот такие. Это также вкусно. Да? Нет? Я сейчас просто пытаюсь представить, как это вкусно заниматься. Ты шкурку не кушаешь? Нет? Роман не шкуроед. Он шкуру не ест. Все мне оставляет. А шкура самая вкусная. Сиг вкусный, базара нет. У него и костей нет, и все. Он все хорошо, но привкус мяса у него, ну, вот, ну не тот. У Хариуса вообще совершенно другой. Хариус вообще мясистее, как бы сказать, ароматнее, я бы сказал, даже так. Мясо намного вкуснее. Вот мне нравится больше Хариус. Хотя всегда тоже ем. Я еще ем карася соленого. Тоже очень вкусно. Сладкое мясо. Вот это тоже, кстати, сладковатое, да, мясо? Чем-то на карасиное похоже. Не, по-другому. Это карасина отдаленно напоминает сиговая. Фиговое, Сиговая. как Иван Григорьевич говорил. Фиговая мормышка. Я говорю, какая фиговая? Да, фиговая. Иван Григорьевич, наверное, вовсю грядками занимается. Народ уже в такую жару, наверное, картошку скоро. Но это, друзья, очень обманчиво. Сколько раз так уже было. Тепло до 20 мая жарит, а потом, после 20 мая, холода, дожди, бывает и снег еще. Если такая жара будет стоять до 20 мая, картошка вырасти успеет. Если сейчас ее посадить. Ага, ну, не проросли широски. Как же это вкусно, а? И еще птенек вообще было бы хорошо. Да, надо. Навес. Да, А, что это такое? Шатер, да, или там есть фичка? Тамбур. Что такое надо? Такую жару. А там ведь тоже, наверное, жарко будет. Это ж не из досок, так и будет палатка, она будет нагреваться. Надо полностью москитную. Тени не будет. Не надо. Надо что-то думать. Классно будет, если сидим, кушаем, еще и утки плавают, да? А даже от рыбы оторваться не могу, чтобы вкус не перебить. А мне тоже нет чего отрываться. 20 кусков, 20 или 21, не помню. Так что можно вольно накушаться. Вкусняшка. Мама опять скажет, сига так сами зарубали. Домой только езжа привезли. До этого Саня, Серега, мы тут, наверное, пол ведра сига-то, наверное, точно съели. Да не, чего, 2 раза всего малосолку делали. На 4. Чисто рыбой наедались.
А вы что не пьете? Смотри, видишь, потихоньку уходит. А, уходит, да? Кружочки, пузырьки. Каждый подписчик по мили-глоточку, да? Вот каждый лопнутый пузырь это глоток подписчика, наверное. Вон, пузырьки лопаются. Это бац, 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 бац. Я правильно говорю? Вы скажете, издевайся, издевайся. Так, сейчас, секунду. Пользуясь случаем, передам пару приветов. А то давненько приветы уже не передавали. Так, буквально минут 5, не больше. Так. Все, поехали. Комментарий заскринивал не то, что выборочно, не то, что по числам, а как вот я, время есть, смотрю ваши комментарии, отвечаю на них. И некоторые просто делают скрин экрана и закидываю в галерею. Вот оттуда сейчас мы будем доставать. Дрюня 68 Рус. Засолла про яблоки на снегу. Это помните, я вам в лесной избе рассказывал, как у нас проходило бракосочетание. Вот 20 лет свадьбе у нас было. И я говорил, что в этот день в сельсовете играла музыка «Яблоки на снегу», песня Муромова. Все отлично, Геннадий, ты трудяга, и дай Бог тебе доброго здоровья. Передай привет в Тамбовскую губернию Андрееву Андрею и его семье. Это я, мы просто всей семьей смотрим твои ролики. Андрей Андреев, Тамбовская губерния, всем вам огромный привет с Романом. С летней, весенней красоты Печоры нашей матушки. Вот с таких вот просторов больше, вот свежепойманный сиг, прохладненький пенный напиток, яичница, жизнь, благодать. И вот с этого места огромный вам привет. Поехали дальше. Вова Ландин. Ну куда же без Вовы Ландина у нас? Каждый раз Вова Ландин. Гена, приятного аппетита. С тобой тоже кушаю за компанию. Самому, наверное, чуть-чуть скучновато. Хорошего отдыха, хорошей рыбалки, охоты и удачи в работе. Вова Ландин, я уже не работаю. Я свое уже отработал. Не надо меня больше посылать на работу. Я пенсионер. Хватит работ. Может быть, имел в виду работа на канале? А, ну да, вот это работа. Любая, но это такая работа, которая нравится, понимаете? Работа работе разница. Я так считаю, что любая работа должна нравиться человеку. Вот до этого работал, мне это не нравилось. А вот сейчас вот эта работа на канале мне нравится, потому что, во-первых, я получаю сам колоссальное удовольствие от всего происходящего. Во-вторых, мне приятно смотреть, читать ваши комментарии, когда я вижу, что кому-то тоже нравится то, что я делаю, смотреть мои ролики, сделанные мной, снятые мной, смонтированные мной. И как бы это стимулирует, подталкивает на будущие подвиги, на будущие поездки, путешествия, ролики. Все будет, все снимем, все покажем. И это мне нравится. Ни хвоста, ни чешуи. Енцикадан, и пускай тебя оберегает ангел-хранитель, и дай Бог тебе побольше здоровья, одним словом, удачи побольше. И если можно, передай привет моего сына девушке. Моего сына девушки. Девушке твоего сына, понятно. Снежане. Пожалуйста, Гена, заранее благодарю, большое спасибо. Ну, Вова Ландин, вашим твоим уже всем передал несколько раз привет. Снежане еще не передавал. Так что, Снежана, девушка сына Вовы Ландина, огромный тебе привет. Поехали дальше. Рустам Гумиров, дядя Гена, привет. Смотрим твой каждый выпуск с женой Ксюшей. Каждый вечер за ужином, когда включаю YouTube, она спрашивает, а у дяди Гены нет ли нового выпуска? Буду очень признателен, если передать ей привет. Ксюша, жена Рустама Гумирова, огромный привет. Привет и тебе, Рустам. Всем привет. Новые выпуски будут очень скоро, но этот выпуск у нас, скорее всего, выйдет где-то, наверное, уже
если не в конце мая, то в июне. Если, наоборот, если не в начале июня, то в конце мая. Не знаю, как получится. Материала очень много снятого. Будем стараться работать, работать и работать. А работать мы уже начнем в понедельник. В субботу мы выезжаем с Сосновки. Это последние 2 дня, потому что в воскресенье уже по прогнозу целый день будет лить дождь. Рыбу мы поймали, уток постреляли. И 2 дня еще отдохнем, расслабимся немножко. Весновка это здорово. Так что Рустам Гумеров и Ксюша, жена, привет вам. Так. Владислав Андронников, знаю, это мой земляк с одного поселка. Привет, Влад. Знаю по нашей матушке Печоре и реке Вилью. Где-то может и по-другому, каждый водоем по-своему. Ага. Вася Иванчук. Привет, Геннадий. Сколько пишу тебе, что привет германским рыбакам передал. Все не передаешь. Удачи. Ну что, Вася Иванчук, вот и передаю я сейчас привет всем германским рыбакам. Так что Германия мне запомнилась в первую очередь каменный мостовой, булыжники, чистота, порядок. Нормально в Германии. Молоко кончилось. А? Молоко кончилось. Там, в холодильнике. Так что привет я передал. Просто, может быть, где-то я пропустил, кое-что я не прочел, кое-что... Ну, бывает. Бывает. Рад сам, что получилось на этот раз. Поехали дальше. Рома Авраменко. Геннадий, сразу лайк. Рыбалка просто супер. Смотрю все ваши видео. Иван Григорьевич. И привет из Украины, Днепропетровская область. Если можно, передайте привет Роману Авраменко. Вы молодцы, рыбалка супер, буду рад. Роман Авраменко. Привет с берегов Печоры, Днепропетровская область. Всем вам привет с республики Коми. Ким-Ким, мужики молодцы. Ну как бы вот тут просьба передать привет. И на этой странице, если попадается просто комментарий, я тоже его зачитываю. Мне не трудно, что. Алексей Семенов. Приветствую вас, друзья. Я очень рад вашему заезду. Все просто супер. Кстати, я тоже отношусь к финно-угорской группе. Я по нации Мари. Передай привет по возможности. Всех благ. Привет с Кировской области. Ну что, привет, Алексей Семенов. Огромный от нас с сыном. И всей республики Мариэл тоже огромный привет. Я знаю, да, мы относимся к одной группе финно-угорской. Это марийцы, мордва, финны, карелы, коми, удмурты. Много там чего еще есть, я уже подзабыл. За Татарстан 116. Григорий Супердедушка. Береги его. Спецназ. Игорь Птицын. Геннадий, тебе многие всего желают, но все равно хочется очередной раз пожелать здоровья и удачи. Передай, пожалуйста, привет и моей жене. Зовут Марина. Заранее благодарен. Ну что, Марина, огромный тебе привет с берегов Печоры. Игорь Птицын, и тебе тоже привет. Живите долго и счастливо, здоровья и счастья вам, и всего хорошего. Возьми. И за это мы сейчас маханем холодненького с холодильника. Холодильник слева, микроволновка справа, то есть наоборот. Микроволновка справа, холодильник слева. Микроволновка это у нас вон солнце. Игорь Птицын, Марина Птицына, привет вам. Так, Виталий Белинский. Привет, мужики. Гена, почему озеро называется Раскаленное, а окуни прям необычной раскраски? Почему озеро называется Раскаленное? Да все просто, да, безобразие. Раскаленный в переводе с русского языка на коми получается Дон. Шонит это пыщ, а раскаленный это Дон, значит до красна, Дон. Это озеро называется, не знаю почему, но Дон-ты. В переводе коми получается раскаленное озеро. Как-то вот так. Карвинг арт. На окуневый глаз поймаю рыбы таз. Клево прозвучало. Карвинг арт это Серега, привет тебе. Мастер своего дела, виртуоз, пилой может вырезать хоть Венеру Милосскую. Что угодно. Мастер своего дела. Пилой
У нас в районе раз в 2 года проходит фестиваль сена. В этом году, кстати, тоже будет. У меня в плейлистах в рубрике «Праздники» есть съемки этого праздника. Я был участником тоже. Мы были соревнования по козьбе, сгребать, закидывать. Ну, это не просто соревнования, это просто огромный праздник республиканского масштаба. И вот там на этом празднике вот Серега вырезал такого орла здорового, и все это штилем, бензопилой. И там очень много интересных всяких фигур. Если есть желание, заходите в плейлисты «Праздники сена 2019», наверное. Да. Так, поехали дальше. И на этом все, наверное, да? А то сплошные приветы. Как-нибудь другой раз. У меня еще есть. Ну, еще один. Приветствую. Рыбалка Кузьмича 74. Приветствую, Геннадий, классно рыбачите. Я вот в своих роликах тоже начал говорить яйцекадын. Сразу и клевать начало. Может, и подписчики клевать начнут. Я ему ответил: привет, дай бог. Ну, не яйцекадын, а енсыкадан. Енсыкадан. И на этом на сегодня все. Понемножку в каждом ролике будем передавать привет. А то что-то мы совсем забыли. Ваше здоровье, друзья. Будем. Холодненькое. Вот теплое пиво не люблю. Мне даром не надо. А холодненькое, да с рыбкой, немножко можно. Без фанатизма. Ну что, на этом мы будем закругляться. В смысле съемок. Мы, конечно, закругляться пока не будем, потому что мы сегодня сделали все дела уже. Немножко отдохнем. И вечерком выйдем на вечернюю охоту. Поспать тоже надо. Сегодня сколько? Буквально часа полтора, может быть, в шалаше. Это хорошо еще, что вода не успела прийти. Так бы я... Ночью шалаш переносил вместо того, чтобы поспать. Я, считай, встал, и через полчаса вода пришла уже. Это ерунда. Главное, чтобы сюда так быстро не подскочило. Но думаю, полметра-то, наверное, сзади не подскочит, да. Все, друзья. Пока выключаемся. Рекламная пауза. Так, друзья, как вы видите, время почти 8:30. Мы опять в шалаше, вернее, возле шалаша. Покажу вам, что получилось на шалаша. Это вот вид сзади. Это если утка налетает, чтобы не заметили меня. А то бывает обычно утка налетает сзади, видит тебя в шалаше и улетает. Вид со стороны. Вид спереди. Просто кусок, сток сена как бы. И сливается с задним видом. Вид с другой стороны. Везде просматривается, везде щели, везде все хорошо видно. Вот такое произведение искусства у нас получилось. Нормально. Роман ушел на другой участок, чтобы не сидеть рядом, чтобы там утром, днем было очень много уток, серая, там черки, там, ну, в основном черки, но так, утки тоже были. Днем отдохнули, попили пенного напитка с рыбкой, обалденный обед, легли спать, часика 3 поспали, вечером встали, поужинали. Что-то уже крякает, скрипит, кряхтит. О, слышите? Вот он, черки. Вот я их вижу, они прямо на залитом участке. Вот заливной луг в начале. Сейчас я вам покажу, друзья. Вот он там, он сидит. Вот он здесь вот в начале. Где-то здесь. Вот зеленый луг.
И они прямо там вот сидят. Так, не могу сфокусировать. Но он где-то здесь. Воды очень много, разлито. Так что утка будет садиться везде. Не то что в определенном. Вон, как мы видим, весь луг затопило. Теперь наши чучела, если они были справа, теперь немного спереди. И как бы стрелять придется чуть подальше. Вот такой вот вид. Вот такие вот просторы открылись. Это все 3 дня назад было еще без воды. Вот она, долгожданная вода. Ну и заходим в шалаш. Предвкушение прекрасного.